Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов. Заместитель премьер-министра Республики Татарстан, полномочный представитель Республики Татарстан в Российской Федерации Равиль Калимулович Ахмешин. Исполняющий обязанности руководителя Департамента национальной политики межрегиональных связей города Москвы Иван Евгеньевич Петров. Президент Федерации тенниса России Шамиль Анвярович Таркыщев. Заместитель командующего ВДВ России генерал-майор Нариман Камильевич Тимиргазин. Герой России, пилот гражданской авиации Дамир Касимович Юсупов. Актер театра и кино, кинорежиссер и продюсер Рамиль Абдулахатович Сабитов. Олимпийская чемпионка Алина Ильназовна Закитова. И телеведущий Антон Игоревич Камолов. Генеральный продюсер кинокомпании «Вианш Продакшн» Ильнур Низаметдинович Рафиков. Образовательного проекта «Москва глазами инженера» Айрат Равильевич Багаутдинов.
очень желаю тебе заметить. Добрый день, уважаемые гости и участники. Hayırlı gün, kadirli dostlar, hürmetli konaklar, biz sizni chin ko'ngildan salomlaymiz. Мы рады всех вас приветствовать на 5-м Московском молодежном форуме «Мост. Москва. Татарстан». Мы – это певец, заслуженный артист Республики Татарстан Альберт Жалилов. И актриса и телеведущая Лейсан Дусаева. Открыли наше мероприятие очаровательные представительницы спортивного клуба художественной гимнастики «Аврора» под руководством Дианы Агишевой. Дорогие друзья, приготовьтесь. Сегодня вы будете достаточно много аплодировать, потому что на сцене, как вы видите, звезды, которые добились больших успехов. Они заслуживают огромного удовольствия и, конечно же, самых ярких оваций. А послушать наших спикеров ежегодно собираются студенты, аспиранты, а также молодые люди, которые совсем недавно начали свой трудовой путь. В форуме участвуют и призывники из Республики Татарстан, проходящие службу в московском регионе. Это президентский полк, Преображенский полк, дивизия Дзержинского, часть ВМФ. Инициатор и организатор нашего сегодняшнего мероприятия – полномочное представительство Республики Татарстан и Совет молодежи при полномочном представительстве Республики Татарстан. Для приветственного слова приглашается Заместитель премьер-министра Республики Татарстан, полномочный представитель Республики Татарстан в Российской Федерации Рамиль Калимулович Ахмедшин. Hürmetli yapraklar, din kardeşlerimiz, hürmetli Рустам Галиевич, уважаемые гости, спикеры, участники этого мероприятия. Сегодня так символично мы отмечаем небольшой юбилей. 5-й раз проводим этот прекрасный молодежный форум. И с участием, все 5 лет участвует Рустам Галиевич. Вы участвуете, для нас это очень приятно и почетно. Огромное вам спасибо от всех участников этого мероприятия. За эти годы гостями спикера нашего форума были люди, имена которых хорошо известны не только в Российской Федерации, и в дальнем зарубежье, и за рубежом. Они успешно реализовали себя в самых разных сферах. Перед молодежью выступали легендарные наши земляки, главнокомандующий Махмуд Ахмеджгареев, который справил 96 лет, показывает нам пример, он в строю действующий начальник Академии военных наук. Перед нами выступала академик Акчурин, гордость нашей медицины. Перед нами выступала Гузель Яхина, книги изданы на многие языки мира, и многие-многие известные люди.
Для нас большая честь, что начиная с первого форума ежегодно участвует уважаемый Рустам Галеевич и дает свои наставления для нашей молодежи. В зале сегодня собрались люди неравнодушные к своей духовной исторической родине, Татарстану. Радует, что молодежь дорожит своими корнями. Хотел бы подчеркнуть, что форум объединяет участников не по национальному признаку. В зале собрались люди, представители многонациональной республики Татарстан и татары, проживающие за пределами Московского региона, и в целом татары, проживающие в нашей великой России. Ну, нас 8 миллионов, мы разбросаны в 64 государствах мира, татары. Поэтому очень приятно, если есть один представитель присутствует, мы уже радуемся за их успехи, за их достижения. И вот представитель как раз у нас муфти Финляндии, Равиш Хаград, он еще скажет нам свои пожелания. Да. Наша молодежь в Москве очень активная. Совет молодежи, который мы создали при полпрессе Татарстана, объединила 15 землячеств. Они созданы в ведущих столичных вузах. Ребята в течение года проводят множество мероприятий, спортивные, творческие, благотворительные. Ежегодно выбирают самую красивую татарщину на конкурсе «Татар КЗ». Все они сегодня представлены, присутствуют у нас в зале. Победители Москвы и Московского региона. Пишут татарский диктант, а лучшие проекты выбираются на ежегодном конкурсе «Харакат». Главной проблемой, конечно, студентов является вопрос трудоустройства после окончания вуза. Ребята готовы после получения диплома вернуться в родную республику, ну, куда вернуться. Поэтому мы с этого года приняли решение, уже проводим. Вот первый раз уже МГИМО провели с нашим землячеством. Приглашаем туда руководителей кадровых подразделений, руководителей предприятий Татарстана. Вот были у нас представители Татнефть, КАМАЗ, особой экономической зоны Алабуга, и далее приятно было представили сразу выпускникам вуза конкретно рабочие места. Эта практика будет продолжаться. Вот у нас следующая встреча состоится уже на базе МГУ, и мы будем вас поддерживать, и наши руководители очень серьезно относятся к этому вопросу. Уже 5 звонков лично поступил в Татнефть, и они говорят, мы готовы им принять на работу. Это очень приятно. В 3 московских вузах подписано соглашение с Татарстаном. Это МГИМО, МГУ, МГТУ имени Баумана. В ближайшее время наша республика под руководством президента республики подпишет соглашение с Губкинским университетом, проект готов, Московским политехом и Кемеровской академией. Это в ближайшее время, там землячество есть, в ближайшее время будут на уровне ректоров и президента республики подписаны соглашения. Масштабные мероприятия по случаю этой знаменательной даты пройдут. В наступающем году исполняется вообще столетие образования Татарской автономной социалистической республики. И указ о праздновании подписал лично президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И масштабные мероприятия по случаю этой знаменитой даты пройдут и в Москве в 2020 году. В Большом театре в июле месяце, после долгого перерыва, с самыми лучшими постановками выступит Татарский академический театр имени Мусы Джалиля. В июле месяце будут самые лучшие постановки театра Галискара Камала. 4 июля президентом республики принято решение о проведении федерального сабантуя в Москве. 21 августа Дни культуры Татарстана традиционные. Поэтому я вас призываю участвовать не как только зрители, и как волонтеры при проведении этих очень добрых, хороших мероприятий. Одним из главных событий в России в 2020 году это станет всеобщая перепись населения. Уверен, что вы примете в ней самое активное участие, как дети своего народа. Форум Москва-Татарстан собирает нашу молодежь со всех вузовских землячеств и общественных объединений. Он помогает молодежи заводить новых друзей. Жизненные советы наших спикеров, рассказы об их пути к успеху помогают ребятам верить в свои силы и возможности. Каждый успешный человек на своем пути встречает множество препятствий. Легкой дороги к успеху не существует. Важно не бояться трудностей, а решать возникающие проблемы и идти к намеченной цели. Именно так поступают наши присутствующие спикеры, выступление которых вы услышите буквально через несколько минут. Каждый из них яркий пример успешного человека, профессионала в своей области. Ведущие нашего вечера, вам ведущих вы объявили, поэтому желаю нам всем успешной работы. Рахмат. Большое спасибо, Равиль Калимулович.
С каждым годом дружба Москвы и Татарстана крепнет. Активно развивается сотрудничество в самых разных сферах между нашими регионами. Уже традиционными стали Дни культуры Татарстана в Москве. И мы искренне благодарим за наши крепнущие связи правительство Москвы во главе с Сергеем Семеновичем Собяниным. Для приветственного слова приглашается исполняющий обязанности руководителя Департамента национальной политики межрегиональных связей города Москвы Иван Евгеньевич Петров. Добрый день, уважаемый Александр Галиевич. Добрый день, дорогие друзья. Позвольте от имени мэра Москвы и правительства Москвы поприветствовать всех вас и поздравить с 5-м Московским молодежным форумом «Мост Москва-Татарстан». Разрешите огласить приветственный адрес мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина. Уважаемый Рустам Нургалиевич, дорогие друзья, приветствую вас на 5-м Московском молодежном форуме «Мост Москва-Татарстан». На протяжении многих лет наши регионы связывает крепкая дружба и плодотворное сотрудничество. Отрадно, что сегодня эстафету добрых совместных дел подхватывает молодежь, думающая, талантливая, целеустремленная. Подтверждением этому является ваш замечательный форум. Ежегодное мероприятие собирает студентов, молодых специалистов и признанных профессионалов из Москвы и Татарстана. Это отличная площадка для налаживания и расширения контактов, общения и обмена опытом. Форум помогает молодежи в реализации карьерных устремлений, а его результаты находят отражение в разработке и осуществлении новых интересных проектов, укрепляющих деловые и человеческие связи между нашими регионами. Желаю вам, уважаемый Рустам Нургалиевич, всем участникам и гостям форума крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в созидательном труде. Мэр Москвы Сергей Семенович. Первый наш спикер является ярым футбольным болельщиком. Еще будучи школьником, с большим удовольствием гонял мяч с одноклассниками. Ну и что для меня особенно важно, с не меньшим удовольствием пел в школьном хоре. Учился он хорошо, проявил интерес к английскому языку, получил образование юриста, но мечтал совсем о другой профессии. И в 32 года он поступил в летное училище, стал пилотом гражданской авиации. Все эти слова про героя России, летчика гражданской авиации Юсупова Дамира Касимовича. Ему слово. Юсупов Дамир Касимович, герой России, летчик гражданской авиации. Родился в Красноярском крае, окончил юридический факультет Чувашского университета. В 2013 году с отличием окончил Бугурусланское летное училище гражданской авиации. В том же году принял на работу в авиакомпанию «Уральские авиалинии». Его имя узнала вся страна в августе 2019 года. Именно Дамир Юсупов посадил самолет с отказавшими двигателями и убранными шасси через несколько минут после взлета. 226 пассажиров, 7 членов экипажа. Все они остались живы благодаря профессионализму Дамира Касимовича. Бисмилляхир-рахманир-рахим. С именем Всевышнего. Добрый день. Приветствую всех участников форума. Приветствую Рустама Нургалиевича, всех гостей, участников форума. Очень большая честь, очень большое волнение выступать перед такой аудиторией. Так случилось, так устроен человек, что он стремится к созиданию, стремится изменить себя, совершенствовать себя, изменить окружающий мир. Также человек склонен выбирать свою профессию. Человек выбирает свою профессию
И только тот человек, скажем так, обретет успех, если он видит в своей профессии творчество. Например, профессия спасателей – это спасать, творить добро, спасать людей, дарить людям жизнь. Искусство военных – это ковать стратегию победы, это тоже своего рода творчество. Экономисты, ученые, физики, они жонглируют цифрами, жонглируют формулами. В конечном итоге мы видим какие-то изобретения, которые облегчают нам жизнь и которые продвигают нас вперед. Другие же люди жонглируют словами, придумывают предложения, абзацы, книги. В результате вот таких вот пазлов собираются книги, которые заставляют нас размышлять, плакать, думать и так далее. Это писатели. Мы пилоты, у нас профессия. Мы работники неба. Мы перевозим пассажиров. Скажем так, перед тем, как поступить в летное училище, я прочитал книгу командира Ту-154, это Ершов Василий Васильевич. Его книга называется «Раздумья ездового пса». То есть он себя называет извозчиком. Именно он перевозит пассажиров, дарит им наслаждение полета. Он называет работу экипажа слаженным работой оркестра, где второй пилот, бортинженер, штурман выполняет свою партию и очень, скажем так, гармонично вписывается в общий оркестр или в общий ансамбль. Я родился в городе Игарка, Красноярского края, это Заполярье. Мой папа пилот, командир вертолета Ми-8, мама фельдшер, работник медпункта, которая проверяла предполетный осмотр, проводила у пилотов, у диспетчеров и других авиационных специалистов. И поэтому все мое детство было связано с аэропортом. В детстве я часто катался с папой на вертолете, наслаждался красивыми пейзажами тайги, тундры, летали на рыбалку, по ягоды, по грибы, скажем так. Также находился с мамой на работе. То есть в детстве я себя никем, кроме как пилотом, не видел. Ну, опять же, в жизни все происходит не так, как мы планируем. В 11 классе, после окончания школы, мне не удалось поступить в летное училище, по медицинским. Скажем так, стало падать зрение у меня в 11 классе. Может быть, это был переходный период, может быть, авитаминоз. Вот. И когда я проходил призывную комиссию, как будучи призывником, меня показало то, что зрение у меня не подходит для летного училища. Я тогда был молодым юнцом, скажем так, 17 лет. Я расстроился, разочаровался. Для меня в этот день был большой такой удар. Шло время, служил в армии, попал в институт, а в голове у меня отсчитывали часы. Потому что раньше, в советские времена, было ограничение по возрасту, 21-23 года. И когда вот этот период моей жизни настал, 23 года, я уже, скажем так, можно сказать, как это звучит некрасиво, но я похоронил эту мечту. Но, тем не менее, любовь к авиации, любовь к небу, скажем так, постоянно меня одолевала. Я жил только небом. Но опять же, я мучился, смотрел с большой завистью на небо, на пилотов, на летчиков, кто посвятил себя. Я решил попробовать, сделать попытку, потому что я понимал, что мне когда-то исполнится 40, 50, 60 лет и так далее. Я буду себя винить за то, что я мучился и не сделал попытку, не попробовал поступить в летное училище. То есть, скажем так, попробую, поступлю. Если нет, значит нет, не судьба. Я уже потом себя не буду винить, что я сдался перед трудностями, чего-то испугался, не достиг цели. А если поступлю, значит в этом моя судьба, в этом мое предназначение. И как никогда, вообще так просто и легко я поступил в летное училище, прошел медицинскую комиссию, сдал экзамены. Это был один из таких самых счастливых дней в моей жизни. Поступил в летное училище, я понял, что я нахожусь на своем месте, осваивал дисциплины, там есть специальные дисциплины, аэродинамика, метеорология, навигация и так далее. Я понял, что это мое. Мы с ребятами занимались, и после уроков помогал своим одногруппникам. Потом я совершил первый самостоятельный полет. Это был для меня, по-моему, самый счастливый день, когда
ты пилотируешь самолет, ты понимаешь, что только ты самолет, и под тобой земля, что ты сам поднимаешься над землей, видишь все эти красоты. Как мы знаем, самолет взлетает и садится против ветра, поэтому всем желающим хочу пожелать, чтобы не боялись вот этих жизненных трудностей и преград, слушали свое сердце, не сдавались, ни в коем случае шли только вперед, достигали цели. Хочу также пожелать вам настойчивости в достижении своих целей, пожелать вам всем крепкого здоровья. Сегодня на форуме присутствует и супруга Дамира Касимовича Наталья Александровна. Давайте ей поаплодируем, пожалуйста, встаньте. Согласитесь, ведь во многом от женщин зависят победы мужчин. Ваши аплодисменты. Сегодня в зале присутствует еще один герой России. В детстве он мечтал не только о небе, он мечтал о космосе и осуществил свою мечту. Это уроженец Бугульмы, летчик-космонавт Сергей Рыжиков. Сергей, мы хотели бы вам задать вопрос. До полета вы были военным летчиком. Не тянет ли вновь? Всегда готовы. И, конечно, тянет. Но понимаем, что необходимость в этом возникнет только в случае крайней острой необходимости. Поэтому мы это держим в уме про запас качественных мобилизационных резервов. А какая ваша самая большая мечта? Самая большая мечта сейчас — спуститься немножко с таких небес, которые вы озвучили, и заняться более земными трудами на земле, в огородике. Ну что же, пожелаем, чтобы все ваши мечты осуществились. Благодарим за ваш труд. Лисан, ты знаешь, вот я послушал «Клуб героев России», и мне сразу на ум пришла песня, которую я хотел бы посвятить им. Это песня о подвиге и о людях, которые самоотверженно готовы жертвовать собой ради спасения близких, ради спасения своих сограждан. Это песня о мгновении, которое разделяет часто жизнь на до и после. Это песня о миге, который очень важен в нашей жизни. Призрачно все в этом мире бушующем, есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует, вечный
называется жизнь. Спасибо! Заслуженный артист Республики Татарстан Альберт Джалилов. Следующий наш спикер с самого раннего детства очень любит спорт. Причем с детства он любил футбол. Однако же поступал в МГУ на биологический факультет, но затем забрал документы и поступил в Институт физкультуры. У него была еще и тяга к журналистике, и, возможно, он бы стал очень хорошим корреспондентом. Но он мечтал о покорении мира российскими теннисистами. Именно он, преодолев все преграды и непонимания, доказал всему миру, что нашим спортсменам по силе возглавить мировую десятку теннисистов. И, конечно, вы поняли, о ком я говорю. Я говорю о президенте Федерации тенниса России Шамиле Анвяровиче Даркишеве. СССР и России. Родился в Москве. В 25 лет стал старшим тренером сборной нашей страны. В 2002 году его ученики принесли России первую победу в Кубке Дэвиса. Лозунг Шамиля Даркишева: «Мы обречены на успех». Шамиль Анвярович, вам слово. Да, очень волнительно. И для меня огромная честь находиться вместе с вами среди таких великих людей. Спасибо уважаемому Рустаму Нургалиевичу. Восхищаюсь вами, всегда благодарю и равняюсь на вас. И, дорогие друзья, конечно, тяжело сказать что-то новое, но мы раз начали с судеб, конечно, для меня подчеркнуто, что я здесь нахожусь, и моя жизнь была нелегкой, но достаточно интересной, потому что в жизни проходило все помимо моей воли. Я всегда попадал туда, куда не хотел. И, конечно, в какой бы сфере ни лежал наш общий профессиональный интерес, какими бы талантами вы не обладали, только преданность на грани фанатизма к своему делу и бесконечное трудолюбие приносит успех. Но мои родители родились в татарской деревне Татьюник, это Мордовская ССР. Я часто каждый год там бываю. И это, наверное, придает земля родная энергии, благодаря чему все-таки идет и созидание. В теннис вошел в мою жизнь случайно абсолютно, как я уже вначале сказал. Я начинал играть вначале русский хоккей, потом футбол, получил надрыв связок, пришел домой. Мама запретила мне играть в футбол. Я пошел в теннис, потому что в конце тренировки играли там в футбол. И так я остался в теннисе. Потом, ну, естественно, что теннис был не олимпийским видом в те времена, сложный вид спорта, не имеющий финансирования, но так случилась жизнь, когда меня часто спрашивают, а как вам удалось в 43 года быть старшим тренером сборной? Я всегда говорю, потому что теннис никому не был нужен, поэтому... Но действительно, 25 лет мне предложили быть старшим тренером сборной, и это сделал отец Дмитрий Иванович Прохоров, он тогда отец Прохорова. Он был начальником управления международных спортивных игр. Дважды я отказывался, третий раз у меня зазывает, говорит, я тебе предлагаю пост старшего тренера. Я говорю, ну мне 25 лет, я хочу играть, у меня с 1 января по 1 августа не было ни одного поражения. Он говорит, а кто тебе даст играть? Это такой тоже случай, что я стал старшим тренером 25 лет, и вся сборная была в то время старше меня. Дальше больше, потому что наступили времена достаточно сложные, развал Союза, я оказался, стал советником Бориса Николаевича Ельцина по спорту, тоже дважды отказывался с третьего раза. На даче
Мы играли в бильярд, приходит офицер, вручает мне указ о назначении советника, отказываться уже бесполезно. Борис Николаевич у меня отбирает указ, я говорю, нет, оригинал должен остаться у меня, он у меня остался. И я единственное, что сумел сказать, только Борис Николаевич при одном условии, что доступ к телу имею всегда. Потому что ясно было, что сложные времена были, сложно было решать. В общем, наступили времена по спорту, когда при развале Союза спорт разбросан, и Борис Николаевич мне поручил заниматься двумя олимпийскими играми. Это 92 года и 74. И обе мы выиграли. Но еще под флагом, дело флагом олимпийских игр. И в 94 году в Лилихаммере выиграли 11 золотых медалей. Но если можно, расскажу, как это было, если интересно. Потому что речь будет чуть-чуть побольше, но действительно интересно. Значит, перед двумя последними днями было у нас 11 золотых медалей, у норвежцев 10. Мы с Олегом Николаевичем Сосковцом сидели у телевизора, он отвечал за спорт, я в гипсе был, ахилл порвал. И 50 километров норвежская дистанция, и выиграет ее Смирнов из Казахстана, а второй, третий, четвертый, пятый норвежец. И у них остался один шанс выиграть 11 золото, а по серебряным они имели больше, значит, если равное количество золотых медалей, победитель командный определяется по серебру. Ну вот, и скоростной спуск. Всю ночь норвежцы поливали водой гору. Потом снегом поперерошили. Почему? Потому что, законодатель в скоростном спуске был Тумба, итальянец второй был норвежец, и они делали, но Тумба был тяжелый, и делали трассу под своего. В общем, мы сидим у телевизора, Тумба скатился, третий результат, стартует норвежец и падает в 6,35 метров. И так мы стали победителями команды соревнований Лилихаммера. Дальше Самаранч, Хуан Антонио Самаранч. Мне удалось трижды ему сделать встречу с Ельцином по олимпийским делам. И перед заслугами, перед МОКом Самаранч дает мне свою квоту члена МОК в 1994 году до 2028 года. Я ему рассказал. Я говорю, можно, Хуан Антонио, я расскажу вам анекдот. Ну, говорит, давай. Я говорю, 90-летнего старика одного приговорили к 25 годам тюрьмы. Когда его дали последнее слово, он встал и сказал, спасибо за доверие. Дальше, конечно, опять я вернулся в теннис, и Федерация тенниса России за десятилетие с 2001 до 2010 года стала сильнейшей в мире. И в Международной Федерации тенниса 211 стран, и за десятилетие быть сильнейшей в мире, это, конечно, почетно и хорошо. За это время было выиграно 36 чемпионатов мира в одиночном разряде, 6 кубков, 4 у женщин и 2 у мужчин. И касаемо Олимпийских игр, теннис снова стал, теннис был до 24-го в олимпийском движении, и потом после 8-го. После 8-го года мы за всю историю Олимпиады по золотым медалям вторые после Соединенных Штатов Америки. Это тоже хороший результат. И, конечно, если говорить о том, что на сегодня я попадаю по 7 параметрам в книгу рекорда Гиннесса, но я их не оформляю, потому что я еще действующий, слава Богу. И когда говорят, о каких качествах нужно обладать, но для меня важно было это терпение, потому что это дает способность всегда оставаться выше драки. И понимание, что в спорте все-таки главный спортсмен, а все остальное это обслуживание персонала.
Поэтому при меня прошло 12 поколений теннисистов, но теннис эгоцентричный вид спорта, много сильных личностей, сильных я. Если удалось избежать без видеоскандалов за все это время, за 43 года моей деятельности, то, наверное, это и есть терпение. Поэтому я это качество, так сказать, выразил. Ну и, наверное, хотелось бы еще сказать то, что когда-то еще в конце 90-х, то есть моя любимая фраза, невзирая на все катаклизмы, мы все равно обречены на успех. И любимая фраза, она возникла тогда, когда в конце 90-х мы выиграли теннисистами больше 20 матчей не своих, когда соперник заведомо по рейтингу был выше, а мы слабее, и мы выигрывали. Возникла эта фраза, несмотря на все катаклизмы, обречены на успех. Но это так и в жизни. Поэтому должна быть звездочка, куда стремишься. И остальное я уже все рассказал. И не обращать надо, что творится за спиной, идти вперед и наслаждаться жизнью. Спасибо вам. Шамиль Ахтамович, огромное спасибо за интересный рассказ. А наш следующий спикер хотел бы в будущем открыть японский ресторан в Москве. Мечтает воссоздать там атмосферу страны восходящего солнца, спокойствия и дружелюбия. Ну, если вы еще не догадались, о ком идет речь, то вот следующая ситуация очень хорошо ее характеризует. Когда случился пожар в гостинице, где она остановилась, мама начала собирать все вещи, и она ей крикнула: «Мам, бросай все это, бери коньки и бежим». Я думаю, вы уже поняли, о ком идет речь. Это наша самая молодая участница и гостья форума, но ее уже знает весь мир. Олимпийская чемпионка Алина Загитова. Загитова Алина Ильназовна, российская фигуристка, родилась в Ижевске в 2002 году. На коньки встала в 5 лет. Является обладательницей 5 мировых рекордов в юниорских соревнованиях. Заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира 2019 года. В Москве уже много лет работает легендарная школа «Самбо-70». Среди ее воспитанников много выдающихся спортсменов, и Алина одна из них. Руководит школой больше 25 лет заслуженный тренер России Ренат Алексеевич Лайшев. Уважаемый Ренат Алексеевич, мы приглашаем вас на сцену и просим вас подойти к микрофону. Под ваши аплодисменты, друзья! Алина, вы никуда не уходите. Мы надеемся, что вы сейчас вместе расскажете много мотивирующих, интересных историй. Огромное спасибо, Рустам Маргалевич, за приглашение. Огромное спасибо за встречу сегодняшнюю здесь. Сегодня школа «Самбо-70» – это самое крупное государственное спортивное объединение в нашей стране и третье в мире. 16 тысяч занимающихся, 26 видов спорта. И один из самых любимых, конечно, это фигурное катание. Вот. И я был на Олимпиаде, на тяжелейшей, где выступала Алина, где выступала Медведева. И обстановка была достаточно сложная, и всего 2 золотые медали было у страны. Одна была медаль в хоккее, вы знаете, а другая была в фигурном катании. Для такой большой страны, вот Шамиль Ахтамович говорил, там 11 медалей в Лилихаммере было, да? 11. А у нас всего было 2, и вы знаете, куртки были заклеены, но тем не менее больше всего сувениров бросали Алине. И мне начались звонки, когда Алина вот так получилось, выиграла, принесла для страны 1 золотую, 1 серебряную медаль, еще было 2
серебряных у Медведева, мне звонили из Татарстана, из Москвы и говорили, что все ясно, своих тащат. Вот. И как бы уже к этому потом пришлось спокойно относиться. И я вот горжусь, что у нас такая школа, у нас много филиалов по стране, 70 филиалов. У нас процесс образовательный объединен со спортивным. В этом и секрет успеха. Алина ученица 11 класса. Вот. Сегодня выступает Щербакова. Мы за нее переживаем. Уже, наверное, есть результаты. Нет? Выиграла? Выиграла, да? Вот перед этим выиграла Загитова и Косторная, Косторная и Загитова. Перед этим выиграла Трусова. Прямо сразу через неделю эти гран-при, которые проходят по всему миру. Вот сейчас наши самбисты на чемпионате мира в Сеуле, куда поехал Шестаков Василий Борисович. Уже вчера взяли 2 золотые медали. В общем, об этом можно долго и бесконечно говорить. Самый главный гость сейчас вот на этой сцене это Алина Загитова. И давайте дадим ей слово. Спасибо большое. Для меня большая честь находиться тут. И очень рада, что есть такой форум. Моя речь будет достаточно короткая. Я хочу просто пожелать молодежи здоровья, сил и, конечно же, ставить перед собой цель, идти к ней, добиваться ее, и тогда у вас все получится. И главное, не сдаваться. Спасибо. А сегодня у нас в гостях находится чемпион мира и России по кикбоксингу. А в мае этого года он стал чемпионом России по тайскому боксу. А в октябре стал чемпионом мира по тайскому боксу в Турции. Это Денияр Садиков. Ему всего 11 лет, и он здесь, в этом зале. Денияр, где ты? Да-да-да, можно громче аплодировать. Приветствую всех, кто собрался на этом форуме. Особую благодарность хочу выразить за внимание и поддержку президента республики Татарстана Минниханову Рустаму Нурмагалиевичу. А также за полномочия представителю Республики Татарстана Российской Федерации Ахмедшему Равилю Калимирову. Зур Ахмед Сазбе. Дорогие друзья, раскрою вам небольшой секрет. На самом деле это выступление сейчас было не запланировано. Но согласитесь, Денияр далеко пойдет. Спасибо тебе большое. Человек, которого мы сейчас хотим пригласить к микрофону, после окончания школы планировал стать химиком, биологом или инженером. Но, как вы знаете, все решает случай. Однажды он увидел курсантов, которые убирают картошку. И тут он тоже захотел быть в военной форме. И выбрал профессию – защищать Родину. И его плечи давно украшают генеральские звезды. Генерал-майор Нариман Камильевич Тимиргазин. Тимиргазин Нариман Камильевич. Заместитель командующего воздушно-десантных войск России, генерал-майор. Родился в селе Бекмурзино Пензенской области. Награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством. Медаль Суворова присуждена за участие в боевых действиях в Чеченской Республике.
Уважаемый Рустам Галиевич, уважаемый Равиль Калимович, большое спасибо за приглашение на этот форум. Для меня большая честь стоять на этой трибуне и выступать перед такой аудиторией. Наверное, небольшой монолог свой я бы хотел начать словами, что не боги горшки обжигают. Я, вот здесь уже было сказано, родился в обычной деревне Пензенской области, в селе Викмасеевка, в обычной семье. Отец у меня был главным инженером колхоза, мать простая учительница в начальных классах. Учился в обычной тоже школе, 8-летней школе, закончил ее хорошо, в принципе, как и все дети, был окрепренком еще, я успел тогда, пионером, был председателем совета дружины. Стать военным, вот как здесь было уже сказано, я, увидев курсантов, первый раз захотел, а стать вот именно десантником, мне, наверное, подтолкнуло. Это в 1984 году у меня мой родной дядя служил в воздушно-десантных войсках, вернулся в отпуск на побывку, 1,86 м рост такой. Форма тогда у десантников, она и сейчас хороша, но тогда еще, наверное, лучше была, или примерно такая же была. Тельняшка, берет, наглаженные сапоги, белый ремень, это была гордость. В то времена, наверное, это сейчас, в принципе, уже мы вернулись. Тогда не служить в армии считалось в деревне, вообще это было стыдно, никто об этом даже не признавался. И все хотели служить в армии. Вот тогда я принял решение, что буду военным и обязательно буду десантником. После 8 класса у нас я поступил в 10-11, заканчивал в соседней деревне, 10-летку. Закончил тоже неплохо, но здесь начались у меня родители, вмешивались в судьбу. Как раз это был 92-й год, развал Союза. К институтам власти было очень такое вот презрительное, наверное, отношение, так я скажу, скорее всего, да, в том числе и к армии. И вот в это время уже служба в армии, и кто пришел служить, тогда 1,5 года, потом год было, служить в армии уже начало считаться, что это зазорно. Если ты не можешь откосить от армии, то ты считаешься каким-то изгоем, а к тому времени отец у меня был главой администрации, и здесь я решаю поступить в училище военное. Считали, что это он делает. Ну и мама мне говорит, все, идешь учиться преподавателем. Неплохо я знал химию, биологию, но отлично закончил. В деревне как раз преподавателя нет, а тогда была бронь. В армию не брали. Вот пойдешь и в армию не попадешь. Я нет, пойду в армию. Все, отец так говорит, пойдешь инженером. Но опять судьба вмешалась, у меня дядя был директором райпо, приезжает, говорит, все, мы уже решили, идешь в Вольское училище. Так вот я стал военным, поступил в Вольское училище. В первом курсе я опять свою мечту, я хочу Рязань поступить, отец нет. На первом курсе написал рапорт, хочу поступить в Рязанское, перевестись. Опять отец приехал, командир роты позвонил ему, приехал, порвал рапорт и далее. Но стремился к своей цели, и при распределении в 96 году, все-таки я, когда приехали покупатели, прибежал к десантникам, возьмите меня в ВДВ, возьмите. Ну, говорит, рост у тебя 1,176 только, а мы 1,80 м и выше берем. Я говорю, я оправдаю, вырасту еще. Взяли меня воздушно-десантные войска, попал служить сразу в Обсков, 96-й год. Тяжелые времена для России были, как раз для армии особенно. Ну, и правда, я был холостой, мне как бы попроще было. Времена самые тяжелые, и выдержать было для военных, наверное, когда по 6 месяцев не платили деньги, зарплату, очень было тяжело. Но те, кто стремился, те, кто хотел стать, кто мечтал о службе, те остались в армии и достигали своих целей. В 2000 году вторая чеченская кампания, в 1999 году и в 2000 году я попал в апреле месяце в Чечню. Служил я как раз, стал начальником продумной службы 104-го легендарного полка 76-й дивизии, где погибла наша 6-я рота. И здесь отдельно вот минуточку просто хочу остановиться на этом, что место подвига оно всегда есть. И наши 84 десантника с 29 февраля на 1 марта стали горой перед бандитами. 84 погибших, из них 13 офицеров, в том числе и наш солдат был из Татарстана, который погиб, награжден орденом мужества. После этого 22 десантника были награждены звездами героев России. Хочется здесь сказать, что на следующий год будет
20 лет этой трагедии, и мы готовимся к этой дате, будет очень мероприятия такие. И здесь, как бы, вспоминая, я хочу сказать, что место подвига, оно всегда есть. И с этими 13 офицерами я был лично с каждым знаком, лично. И как раз выпускники 96-го года, мои друзья, 4 лейтенанта погибли тогда. И это было, конечно, шок тогда. Но вот, место подвига, оно всегда есть. В дальнейшем, в 2003 году, после возвращения из Чечни в 2003 году поступил в Академию телотранспорта, закончил его. Опять же, сперва не хотел, все, уже говорю, достиг всего, подполковник. Нет, здесь, правда, учителя. Я благодарен всем своим учителям, начиная от школы и заканчивая часть тех учителей, которые меня ведут. Здесь присутствует тоже командующий воздушно-десантными войсками, генерал-полковник Калмаков. Он как раз меня распределял после Академии в 2005 году. Я попал в школу. Спасибо ему большое, учителю, вот, его лице всем учителям. И меня все-таки они толкнули на учебу, поехал, поучился. Возвращаясь, с 2005 года попал служить в Тулу. Служил там до 2012 года, потом опять полковника получил, решил увольняться. Все, говорю, больше не буду, пора штык в землю, пойду народное хозяйство поднимать. Там так как раз тяжеловато пока было и есть. Ну, опять судьба вмешалась, вызывает меня командующий, уже генерал-полковник Шаманов, тогда еще генерал-лейтенант, генерал-полковник Шаманов говорит: ты куда собрался? Он меня татарином называет. Куда ты собрался? Я говорю: это же командующий, все, пора на гражданку. Он такой пример, много было сказано о футболе, ты говорит: знаешь ЦСКА? Я говорю: знаю. А наш Арсенал тульский тогда еще играл в первой лиге. Говорит: знаешь разницу между Арсеналом и тульским Арсеналом и ЦСКА? Я говорю: ну, не знаю, это что командующий. Один, говорит, в высшей лиге играет, а второй в первой только. Вот я тебе предлагаю быть в высшую лигу пойти. Да я не хочу, я молодой. Все, иди подумай, через полчаса захожу, готов возглавить. И взял себе заместителей. Вот с 2013 года являюсь заместителем командующего воздушно-десантными войсками. За это время было и Крым, и Сирия, и другие задачи, которые мы выполняем с воздушно-десантными войсками. Женат, жена супруга у меня татарка, тоже с родной деревни. Здесь не жена, только старайтесь выбрать супруг поближе к дому, потому что у нас, когда мы едем в отпуск, у меня, слава Богу, слава Всевышнему, что родители живы, ее мама жива, мы когда едем домой в деревню, у нас нет разногласий. Кому первым уехать? Чьим родителям? В 2003 году у меня родился сын. Здесь тоже небольшое такое отступление сделаю. Я попал когда в Псков, все-таки он такой западный город, и там мечетей нету вообще, мусульман очень мало, и такое очень сильно развитое, празднуют все мероприятия христианские. А я с деревни, с татарской, и для меня там 7 января, Рождество или Крещение было как-то дико. И я принципиально до 2003 года не отмечал эти праздники, даже не ходил в гости. Но волей судьбы у меня сын рождается в 2003 году 7 января. И теперь 7 января я накрываю стол, отмечаю день рождения своего сына, а мои друзья вместе со мной день рождения моего сына и день рождения и Рождество, соответственно. Вот так. Бог един. Ну, заканчивая свой монолог, я хочу сказать, что двумя, наверное, девизами. Это девиз воздушно-десантных войск «Никто кроме нас, никто кроме нас». И девиз татар и Татарстана «Без булдравы». И вот когда вам будет очень тяжело, когда уже хотите махнуть рукой и сказать: все, больше не могу, не получается, не хочу и так далее, вспомните эти два девиза и идите вперед, вперед и вперед. Спасибо большое. Сейчас в нашем зале находится еще один десантник. Ну, как вы уже слышали, у него, конечно же, был голубой берет, тельняшка. И это все кружило голову девчонкам. Шли годы, но он сохранил свою отличную спортивную форму.
Правда, сейчас кружит головы уже совсем другим. Это известный певец Айдар Галимов. Айдар, у меня к вам небольшой вопрос. Но я знаю, что в ВДВ служить очень сложно. Как вам это далось? Как вам далась служба? Да, рост, конечно, не 1,86 м. Да, сколько Бог дал. Но все-таки я попал в ВДВ. Я благодарен Аллаху. Я еще один момент скажу. Причем, когда я учился в Уфимском авторском техникуме, у меня был перелом руки. И когда наш генерал не даст соврать, а с переломом ВДВ тогда не брали. Но я этот факт скрыл в военкомате, честно скажу, чтобы попасть. Отслужил от звонка до звонка, это 86-88, гвардейская Калмыцкая воздушно-танковая дивизия, 7-я. Как, еще раз говорю, почему от звонка до звонка? Командир роты так учил, капитан Лацинник, он всегда говорил, будем служить от звонка и до звонка, и честно. И я, еще раз говорю, благодарен судьбе, то, что попал в эти войска, и я приехал оттуда совсем другим человеком. Человека, которого мы сейчас хотим пригласить к микрофону, если бы вы узнали в детстве, то он бы вам сказал, что мечтаю быть клоуном. Ему действительно нравилось смешить людей, но впоследствии, когда он стал сниматься в кино, он больше воплощал образы злодеев. И сейчас он снимает и снимается в фильмах, а когда-то работал в театре лишь монтировщиком. Но, тем не менее, не хотел изменять своей мечте и хотел поступить в театральный институт. И от своей мечты не отступил. Родился он в обычной крестьянской семье. Был октябренком, пионером. И именно нашему гостю удалось в кино передать величие и могущество хана Берке. Все эти слова о Сабитове Рамиле Абдулахатовиче, которого мы приглашаем к микрофону. Рамиль Абдулахатович Сабитов, актер театра и кино, кинорежиссер и продюсер. Родился в селе Саблык Республики Татарстан, окончил ГИТИС. За сериал «Екатерина» в качестве режиссера удостоен премии «Золотой орел». Всего сыграл более 80 ролей. Амплуа актера – отрицательные роли в боевиках. Рамиль Сабитов сыграл хана Берке в «Золотой Орде» и Муртазу в сериале «Зулейха открывает глаза». Рустам Галиевич, низкий вам поклон. Уважаемые спикеры, уважаемые собрания, начну свою короткую речь с тем, что сейчас имел возможность сфотографироваться с нашим президентом. И так разволновался, и говорю ему, я прям чувствую себя как Гагарин. А он мне говорит, ты запомни, ты татарин. Я говорю, Рустам Галиевич, но это то же самое, что быть Гагарином. Сегодня много говорили о космосе, такое собрание, честное слово. Не подумайте, что я хвастаюсь, но последний раз в своей жизни со мной такое было в 81 году, в мае. Я был делегатом 19-го съезда комсомола, присутствовал Леонид Ильич Брежнев, такое собрание. Поэтому вот, честно скажу, что очень волнуюсь, потому что в кино мы заранее учим текст, если не учим, нам подсказывают. Если у тебя плохое зрение, то большие суфлеры, и проблем нет. Здесь нужно говорить от сердца. Ну, конечно, такое собрание, такой форум, и юбилейный, и молодежь, по сути, наши дети, поколение наших детей, которые стоят на пороге новой жизни, закончили школу, и перед ними стоит огромный выбор, и по какой дороге пойти, наверное, это самый важный момент для них и для нас. Все-таки начну короткое свое выступление с анекдота. Можно? Это мой самый любимый анекдот. Приходит дедушка в собес и просит повышение пенсии. Ему говорят, дедушка, мы же уже повышали. Он говорит, не-не, вы повышали ветеранам Великой Отечественной войны. Он говорит, а вы революции, что ли? Он говорит, нет, я, говорит, ветеран Куликовской битвы.
Они говорят, как Куликовской битвы? Ну, он говорит, так вот выжил, все хорошо. Корни ел, траву ел, медикаменты какие-то. Они говорят, хорошо, дайте справку. Какую справку? Ну вот, что вы были ветераном Куликовской битвы, у нас же все-таки деньги, отчет. Он говорит, ну какие справки? Там же все на бересте было, она же сгнила. А в Собесе говорят, а татары приносят. Молодежь, это для вас, потому что у татар всегда должно быть. На самом деле, когда 40 лет тому назад я покинул родину, в каком смысле покинул? Я уехал из города Набережные Челны, где жила моя семья. И вот если Моисей 40 лет водил евреев по пустыне, а я водил 40 лет себя тоже, ну не по пустыне, а по своей жизни, по судьбе. И если быть кратким, а татары, кстати, такие люди, они говорят краткие, а сами говорят и говорят. Не то, что мальчик этот, да? У него здесь все, понимаете, у меня медалей нет, поэтому надо языком что-то сказать. Я родился в семье, как здесь было сказано, простой крестьянской семье председателя колхоза. Тогда все председатели, агрономы, они тоже были крестьянами, правильно же? А это была обязанность. И вот мой отец был председателем колхоза, Ахат Абдулахатович. Родился я, там было две деревни, у татар так, вот одна чувашская деревня в этом же месте, а вторая татарская. И в детстве мы всегда почему-то дрались с чувашскими мальчишками на пруду, как в фильме Чапаев. То они отобьют пруд, то мы отобьем пруд. И вот отец мой был председателем колхоза и татарского, и чувашского. Но в 1962 году шел дождь 3 месяца, и весь урожай сгнил. И отец зачем-то сказал тихо кому-то, собирайте все на поле, пока все это не сгнило. Ну, собрали, а вечером отца собрали. Зачем так сказал людям? Команды же не было. И так получилось, что отца освободили от партии и от должности, и мы уехали в город Ульяновск, в Россию. И в Ульяновске отец работал дворником. А мы с братом Ренатом помогали ему, и с тех пор вот я очень не люблю, когда ссорят. Ну, пример отца и вообще работа этих людей, она вызывает большое уважение. Моя мама, она была тоже простая, сельский фельдшер. Вот. Но она из большой семьи. И, конечно, надо сказать, что счастье и успех человека родится в семье, где есть любовь. У нас было 4 детей. Они есть, родителей нет, они прожили 62 года, умерли от несчастного трагического случая. Китайский чайник поджег квартиру. Будьте аккуратнее, дети. Теперь скажу о себе коротко, как обещал. Я 3 года поступал в театральное училище и никак не мог поступить. И моя мама сказала: Рамиль, у нас нет барана, и тебя никто не берет и не возьмет никогда. На что папа ей сказал: у нас нет барана, но у нас есть Рамиль. И если он хочет поступать в театральное училище, он чистый баран. Потому что, Рамиль, что такое актерская профессия? Ты будешь без денег, без работы, без всего. А ты женишься, наверное. Видишь, у меня 4 детей, дай Бог тебе больше. Поэтому ты подумай, вот я тут в автомеханическом техникуме местечко нашел для тебя. Уже договорился с кафедрой, будешь машины чинить. Я сказал: пап, я люблю больше ездить на машинах, чем чинить их. Но на самом деле я очень хотел быть актером, потому что это отец меня так сделал. Вот когда он с друзьями сидел за столом, он меня вызывал все время, и у него такая была любимая игра. Рамиль, когда я буду старым, чем ты меня кормить будешь? Папа, я 100 раз уже это говорил тебе. Ну, хлебом, хорошо. А чем еще? Мясом. А чем еще? Маслом. Потом папа спрашивал для друзей: а 100 грамм, Рамиль? Я тогда говорил любимую фразу мамы: а это, папа, только по праздникам. Родители меня воспитали, вырастили, меня воспитала моя родина, Татария. И я здесь нахожусь, в России, большую часть своей жизни. И хочу сказать, где бы я ни был,
когда знакомлюсь с новыми людьми, и они узнают, что я из Татарии, что я татарин, то каждый не из-за меня, а именно потому, что я татарин, всегда я часто слышу: а у меня друг татарин, а у меня, нет, не брат, у меня друг татарин, я с ним в армии служил, а у меня друг татарин, мы с ним вместе учились. И вот в этом смысле я всегда чувствую себя, ну вот как наш форум этот, Россия-Татария, потому что это неразделимо. И я счастлив, что я родился в Татарии. Я тружусь в Москве, потому что моя профессия актера и режиссера. К сожалению, в Татарии нет возможности, пока киноиндустрия, инфраструктура и театральная не развита так. Именно здесь, в Москве, очень много происходит в культурной жизни. Но я с большим счастьем приезжаю в Татарию на любой форум, на любое мероприятие, чтобы от души сказать спасибо своей семье, людям, которые меня воспитали, вырастили. И если я чего-то достоин, то это прежде всего я встретил в своей жизни очень хороших людей. И поэтому, возвращаясь к теме нашего форума, дети, молодые люди, я вам хочу сказать, что счастье – это встретить своего человека, как в личной жизни, что очень важно, ну и, конечно, в профессии. И иметь любую профессию, и в этой профессии выбрать не сколько проводника, сколько друга, близкого человека, с которым вы будете разделять. Никогда зависти между вами не будет, никогда вы не будете думать, кто больше работает, кто меньше. Если этот человек придумает больше, чем вы будете счастливы и будете тянуться за ним, и не бойтесь учиться. Надо всю жизнь учиться, не думать, что ты достиг какого-то успеха. Успех от людей, а талант от Бога. И успех дают люди. Надо идти, всегда идти. Дай Бог вам долгой и счастливой дороги. И, как я уже обещал, коротко в конце скажу одну фразу, чтобы уже моя речь была еще короче. Вы знаете, самым большим успехом, я вам честно скажу, что я считаю. Мы жили в Ульяновске, у нас не было айфона, у нас не было Самсунга, у нас был радиоприемник, который стоял на столе. Мест не было, я спал на кухне, рядом с печкой. И в 6 утра гимн Советского Союза пробуждал всех нас. Детей, старших. Отец шел на завод, мы шли в садик. И я помню, когда звучал гимн Советского Союза, то я почему-то себя видел в форме футболиста с футболкой СССР. Здесь много говорили о футболе, все хотели быть футболистами. И я хочу сказать, что это со мной случилось. Вы не поверите, мне 59 лет. В этом году команда, в которой я участвовал, это народная футбольная лига, 45+. Называется она «Диалог». Основал ее Радик Зарипов, челнинский парень. И она стала чемпионом России в НФЛ. И я вратарь, второй, мне сломали палец, но я счастлив, потому что это моя работа. Я прошу у вас прощения. Видите, 40 лет не выступал, поэтому и больше не буду выступать. Спасибо вам огромное. Любви и счастья. Игзор Рахмят, Алласа Лопеса, Спасибо вам огромное за такое яркое выступление. Ну и, дорогая наша молодежь, пожалуйста, запомните этот урок. Если у вас нет барана, то у вас обязательно должна быть баранья упертость и трудолюбие, чтобы вы достигали успехов. Если я права, поддержите меня аплодисментами. И вот этими аплодисментами я хочу, чтобы мы сейчас проводили на тренировку нашу звездочку Алину Загитову. К сожалению, она не может досидеть до конца форума. Алина, спасибо большое за участие. Но прежде, Рустам Нургалиевич, пожалуйста, прежде позвольте мне поменять немножко регламент нашего вечера. Распоряжением президента Республики Татарстан
за достижение высоких спортивных результатов по фигурному катанию. Благодарность президента Республики Татарстан объявлена олимпийской чемпионке, многократной чемпионке России, Европы и мира по фигурному катанию, заслуженному мастеру спорта России Алине Ильназовне Загитовой. Несмолкаемые аплодисменты. Алина, спасибо! Дорогие друзья, сегодня в этом зале находится уникальная певица, заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка Республики Татарстан Альбина Шагимуратова. Альбина, мы знаем, что ваш путь к успеху тоже не был простым. Это была сложная дорога, но, я думаю, интересная дорога. Откуда вы брали силы? Здравствуйте. Конечно же, родители. Без поддержки родителей я бы не смогла сегодня стоять перед вами. И несмотря на то, что мне многие говорили, что у меня нет голоса, я поступала в консерваторию, поступила только с 3-го раза. Но слова знаменитого оперного певца, народного артиста Республики Татарстан Хайдара Бегичева, который сказал: «Пой, занимайся, иди вперед, и ты будешь петь по всему миру». Вот именно эти слова заставили меня преодолеть этот действительно сложный путь. И даже победив на конкурсе Чайковского, получив золотую медаль, победители конкурса Чайковского автоматически становятся солистами Большого театра. Но меня, к сожалению, не взяли, не приняли в труппу. Но единственный случай, который сыграл именно роковую роль, меня пригласили спеть на инаугурацию Митимира Шариповича Шаймиева в 2008 году в Казани. И, услышав меня, он пригласил меня в труппу нашего татарского академического оперного театра имени Мусы Джалиля. И с тех пор я служу в этом театре, я предана нашей республике, я очень люблю свою республику, я редко появляюсь, к сожалению, но очень счастлива сегодня быть с вами, разделить такой прекрасный праздник. И в связи с тем, что в следующем году Республика Татарстан празднует столетие, я бы хотела для вас исполнить небольшой куплет, очень символичный, из символичного романса «Сандугаш», романс Рустема Яшина на слова Гайшата Казаняшева. И для меня эта песня — это как откровение. И Ирина Константиновна Архипова, знаменитая оперная артистка, народная артистка Советского Союза, как-то мне сказала: вот ты из Казани, никогда не забывай своих корней, всегда возвращайся и всегда помни, что ты татарка. И ее уже давно нет с нами, и я всегда с этими словами живу. И очень жалко, что сегодня нет симфонического оркестра Сладковского. Придется спеть акапелла и без микрофона. Good.
Когда наш следующий спикер в 1,5 года пришел в детский садик, то первым его внимание привлек портрет Ленина на стене. Да, он посмотрел на этот портрет и сказал: «О, Ленин Бабай!» Во время защиты диплома в РУДН он выкинул дипломную работу в урну, а потом все-таки защитил диплом, но по совершенно другой теме. Это человек, который 10 лет назад не знал, что такое документальное кино, а сегодня является продюсером более 240 документальных картин. Он единственный продюсер, который 3 года подряд удостаивался чести получить премию ФСБ России за свои киноленты. Ильнур Низамеддинович Рафиков. Рафиков Ильнур Низамеддинович, продюсер, режиссер документальных фильмов. Родился в 1986 году в Ульяновской области. Окончил Российский университет дружбы народов. В 2011 году создал и возглавил кинокомпанию «Вианш Продакшн», сегодня являющаяся одной из крупнейших в России по производству документальных фильмов. В качестве продюсера снял более 250 документальных картин, лауреат российских и международных кинофестивалей. В 2019 году Ильнуру Рафикову присвоено звание заслуженного работника культуры Республики Татарстан. Добрый день, уважаемый Рустам Нургалиевич, уважаемые спикеры, уважаемые гости мероприятия. Огромная честь быть сегодня среди выступающих, и интересный опыт, и большая ответственность сегодня выступать перед вами. Несмотря на то, что моя кинокомпания «Вианш Продакшн» является многопрофильной, мы снимаем документальные картины, рекламные, социальные ролики, музыкальные клипы. Сегодня я бы хотел остановиться и поговорить немного о документальном кино, насколько это важно, как документальное кино может помогать восстанавливать историческую справедливость, сохранять память о людях для будущих поколений и объединять страны и народы. Для начала, вкратце, обещаю коротко, рассказать, как же я пришел в эту профессию. Если говорить честно, то до начала работы в кинопроизводстве я не смотрел совершенно документальные фильмы. Я вырос в татарской деревне Старое Зеленое на юге Ульяновской области, в семье учителей, Мин Ауыл Малая, и горжусь этим. Я очень рад, что я сегодня не один. Тут у нас были уже представители прекрасные Ауылдан. И надо понимать, что с телевидением в деревне в начале 90-х было не очень хорошо. 2 канала показывало летом и 1,5 канала зимой. Поэтому времени смотреть, точнее возможности смотреть не было документальные фильмы. И только уже обучаясь здесь, в Москве, в РУДН, я впервые попал на площадку полнометражного художественного фильма. Я не сказал, что это была любовь с первого взгляда, но мир кино мне стал интересен в этот момент. И понадобилось несколько лет упорного труда, чтобы вместе со своими товарищами создать маленькую студию. Надо понимать, так же, как и сегодняшних выступающих, нас никто с хлебом солью не встречал. И, полагаю, всем нужно быть к этому готовыми. А дальше последовал ежедневный кропотливый труд. И одним из главных факторов, я считаю, что для достижения успехов это является команда. Когда у тебя есть слаженный коллектив, созданные тобой же люди, которые прошли с тобой через многое, ты можешь позволить себе рисковать в определенные моменты, допускать этот риск, а это очень важно. И в 2012 году мы приступили к работе над документальными фильмами, и действительно на сегодняшний день сняли уже более 250 картин. Но сегодня я бы хотел остановиться на совместной работе с полномочным представительством Республики Татарстан, потому что есть о чем сказать. При поддержке Рустама Нургалиевича Миниханова и полпредства республики у нас появилась возможность вместе вернуть уже забытые для многих имена настоящих героев, а какие-то имена открыть для всего мира, про людей, которые сделали очень многое для нашей Родины. Это фильм Ибрагима Аганин «Война за линией фронта», отмечена Евразийской академией телевидения и радио как лучший документальный фильм об отечественной истории.
фильм о руководителе нелегальной резидентуры США в ходе Второй мировой войны, об Исхаке Ахмерове, фильм о супруге разведчика, это Шамиль Хамзин и Ирине Алимовой «Меч самурая». Все эти фильмы были показаны в эфире федеральных телеканалов, а после этого показаны во всех регионах, по всем кабельным и региональным телеканалам. Говорю это к тому, что у нас очень много соплеменников, которыми мы можем гордиться и о которых должны говорить. Документальное кино позволяет нам это делать. Если Равиль Климович позволит, я отдельно расскажу историю, как мы снимали фильм про известного востоковеда, журналиста Фарида Сейфуль-Мулюкова. В канун его 85-летия, уже поздно вечером, мне звонит Равиль Климович и говорит: Ильнур, вот завтра едем поздравлять Фарида Сейфуль-Мулюкова с юбилеем. Там приготовили пирожки, подарки от президента республики. Я думаю, ну, в первый раз мне звонит полпред и рассказывает, что завтра будет происходить. И через паузу он продолжает. Знаешь, говорит, у меня есть ощущение, что мы завтра просто обязаны снять с ним фундаментальное интервью, прям вот сколько нужно, подготовьтесь за ночь, и потом сделать документальный фильм. Прям, говорит, я чувствую, это нужно сделать. И действительно подготовились, на следующий день поехали, сняли интервью большое, 3-часовое. И буквально через небольшой промежуток времени Фарида Мустафьевича не стало. Мы успели снять интервью, сделать фильм, мы успели. К сожалению, такое бывает нечасто. К чему я это все рассказываю? Мы все, большинство, иногда откладываем важные вещи на завтра. И этот случай конкретно показал лишний раз, что этого пресловутого завтра в принципе не существует. Нужно важные вещи сегодня делать сегодня. И у нас у татар есть такая поговорка «Калганышке Карьява». Мы все об этом знаем. И если человек чего-то хочет добиться в жизни, то хорошо бы помнить про это. А в 2019 году при поддержке президента республики Рустама Нургалиевича Михайлова, полномочного представительства республики и телеканала «Россия-1» мы уже шагнули на международный рынок и сняли большую полнометражную картину международную о единственной в своем роде школе палачей во время Второй мировой войны. Привлекли большое количество спикеров, историков со всего мира, из Соединенных Штатов Америки, из Германии, Польши, Израиля. Это такой фильм, который несет некую объединяющую миссию, и премьера состоялась в июне на телеканале «Россия-1». Фильма нет в интернете, потому что прямо сейчас идет международный тур картины. Мы стартовали 16 октября в Варшаве, в Российском центре науки и культуры. И это кино увидят десятки стран, в том числе Соединенные Штаты Америки, Канада, Бельгия, Франция, Голландия, Германия, Великобритания. И несмотря на не самые теплые отношения с некоторыми из этих стран, среди гостей показа всегда присутствуют послы разных стран, ветераны Второй мировой войны, историки, журналисты, студенты, люди разных профессий, а самое главное, разных взглядов. Это означает, что документальное кино может объединять людей. И после международной премьеры в Варшаве я понял, что было бы хорошо побольше узнать про международные отношения, ведь представляя свою страну на международной публике, представляя Республику Татарстан, нужно понимать достаточно много нюансов и иметь определенные знания. Несмотря на то, что мне уже 33 года, и у меня есть профессия, которую я люблю и которой дорожу, решил поступить в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы по направлению международных отношений с углубленным изучением иностранного языка. К чему я это говорю? Чтобы делать свою работу на высоком уровне, нужно постоянно углублять свои знания и не бояться открывать для себя что-то новое. Успех кроется в деталях. Желаю вам всем, в первую очередь, терпения во всем и со всеми. Не всегда обстоятельства складываются так, как нам хочется. Знаете, мне мама с детства постоянно повторяла одну и ту же фразу: «Дорогу осилит идущий». Это и есть, наверное, одно из главных правил для достижения своих целей. К родителям надо прислушиваться. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить своих родителей. Без них бы действительно здесь я не стоял. И спасибо вам за внимание. Наш следующий гость в 6 лет прочитал Анну Каренину.
А в зрелом возрасте озвучил ленивца Сида в мультипликационном фильме «Ледниковый период». И также говорил голосом одного из черепашек-ниндзя. А еще он выступал в цирке, причем не один, а с 200-килограммовым медведем. Руководил газетой «Панда Таймс», играл в театре. При этом по образованию он инженер-программист и даже входил в команду Бауманки по сопромату. Ну, все мы его хорошо знаем как успешного радио- и телеведущего. Конечно же, это Антон Камолов. Антон Игоревич Камолов, радио- и телеведущий, родился в Москве, учился в лицее с физико-математическим уклоном, окончил МГТУ имени Баумана, сотрудничал с радиостанциями «Радио Максимум», «Серебряный дождь», «Радио Классика», «Хит ФМ». В настоящее время является ведущим Европы Плюс, участвует в озвучивании фильмов и мультфильмов. Добрый день. Я по-русски. Копилки пока не стоит здесь, в которую нужно за каждое нетатарское слово бросать монетку, поэтому я пока по-русски. Мне очень приятно быть здесь. Для меня большая честь сегодня быть здесь, среди столь уважаемых выступающих. Я татарин наполовину, поэтому займу в 2 раза меньше времени, чем все выступающие. Спасибо за такое представление. Получилась прекрасная эволюция. В 6 лет прочитала Анну Каренину, сейчас озвучивает черепашку-ниндзя. Одна из тем, для меня, кстати, сегодня тоже слом шаблона, Алина Загитова, оказывается, занималась в школе самбо-70. Это интересно, это новый факт для меня. Одна из тем сегодняшнего форума — труд или талант. Я когда начал размышлять на эту тему для себя, я подумал, что когда говоришь слово «талант», и в первую очередь у нас возникает в сознании какие-то профессии, которые мы называем творческими. Художник, артист, писатель и так далее. Да, безусловно, там без таланта никуда. Ну, потому что человек без таланта, даже самый трудолюбивый в этих творческих областях, в лучшем случае станет очень плодовитым графоманом. Но этим летом мне довелось быть ведущим чемпионата WorldSkills 2019. Рустам Нургалиевич, мое почтение, это, конечно, было мероприятие высочайшего уровня. И там преимущественно выступали и молодые, и уже чуть постарше ребята, и девушки, и парни. Тех профессий, которые принято называть, ну, не творческие, рабочие профессии. Но там стало очевидно, что и в них, конечно, талант, безусловно, нужен. То есть талант необходим, и при этом без труда, без трудолюбия, без постоянных тренировок, вне зависимости от того, чем ты занимаешься, тоже мало чего ты можешь добиться. Здесь многие говорили, рассказывали свои истории. Я, пожалуй, тоже расскажу историю свою и еще одного человека, чье имя я назову чуть позже, объясню почему. Это история о выборе профессии, конечно. Дамир тоже об этом говорил, что очень важно выбрать свою профессию. И мне кажется, крайне сложно сделать это, выпускаясь из школы. Ты еще не очень понимаешь, чем ты хочешь заниматься. Иногда ты только в институте понимаешь, что тебе нравится, чем тебе хочется заниматься всю оставшуюся жизнь. Я учился в Бауманке, это технический университет, лучший в стране. Было бы странно, если бы выпускник Бауманки это не сказал. А моя кафедра, да, это кафедра системы автоматизированного проектирования, CAD/CAM, компьютерный дизайн, разработка и так далее. На 2 года младше учился тот самый человек, о котором я говорю, что вот немножко такие параллельные истории. Когда я учился в Бауманке, мне, в принципе, учеба, ну, как бы достаточно легко давалась. Я не был супер каким-то отличником, хотя действительно вошел в сборную Бауманки по сопромату. Я играл в сборной КВН Бауманки, меня приглашали тренироваться со 2-й сборной по баскетболу, когда я приходил на высоких каблуках. Вот. И постепенно как-то так сложилось, начиная со 2-го курса, я начал работать на радио, потом добавилось телевидение, и к окончанию института, хотя я тоже для себя поставил задачу, институт обязательно закончить, получить диплом, защититься и так далее, чем вызвало недоумение некоторых преподавателей. В итоге, когда я выпустился, я понял, что то, чем я уже занимаюсь, где я работаю, радио, телевидение, СМИ, мне намного интереснее. Но, тем не менее, учеба в институте мне как-то помогла вот эти вот тонкие настройки, что называется, ручки подкрутить и выбрать, что мне нравится. Тем временем,
на 2 или на 1 год младше учился парень на той же самой кафедре, что и я. Он со школьной скамьи занимался программированием, программировал какие-то там маленькие компьютеры, писал какие-то игрушки, потом продолжил это в институте, окончил Бауманку с красным дипломом. Этого человека зовут Дмитрий Гришин, может быть вы о нем слышали, это один из основателей Mail.ru, сейчас один из руководителей Mail.ru Group. У него собственный фонд, и он инвестирует в роботов, в робототехнику, потому что факультет, который мы окончили, робототехники. Ну, если кому-то интересно, он мультимиллионер долларовый. Вот что значит, учитесь хорошо, получайте красный диплом. Каждый из нас нашел свой путь, учась в Бауманке, то есть в техническом вузе. У каждого из нас были свои таланты, каждый нашел свое призвание, и, конечно, каждый прилагал серьезные усилия для того, чтобы стать лучшим в своем деле. И мне кажется, это очень важно. Прислушаться к себе, нащупать то, что вам интересно, и заниматься этим, даже если это вообще не совпадает с вашим образованием. Ваше право доучиться до конца, как это сделал я, или бросить все, заниматься тем, что вам нравится, поменять сферу деятельности, поступить в другой институт, или не учиться, не получать высшее образование. Сейчас это уже не так важно, судя по всему, но заниматься тем, к чему у вас лежит душа, в худшем случае, в кавычках в худшем случае, у вас будет любимое дело на всю жизнь, будет любимая работа, которой вы будете заниматься, вы будете с радостью утром, вот заговорили про учебу, хорошо учитесь, и дети хуже отреагируют. Да. В худшем случае это будет то, что вам будет приносить радость. Опять же, в худшем случае в кавычках. Вы каждый день будете с радостью идти на работу и с радостью возвращаться домой. А если вы станете успешным в широком смысле, успех, как тут тоже правильно говорили, что успех это от народа, от людей, от окружающих, вы достигнете больших высот и в бизнесе, в творчестве, неважно где. Поэтому настойчивость и, конечно, правильные пропорции, правильное сочетание таланта и труда. Спасибо. Сколько красивых слов наговорили. Татарстанская копилка теперь точно у нас пополнится. Ну и, кстати, пока вы выступали, в зале шептались «Татар Малаема». Хочу сказать, да, он татарин. Наполовинку. У него мама татарка. Следующий наш спикер тоже татар Малая. И он при этом играет на гитаре и хорошо поет. Школьником многое успевал. Ходил в художественную студию, работал диджеем на радио и даже занимался кикбоксингом. Его никогда не пугали трудности. И лучше всего ему удается вести новости на Первом канале. Знаешь, как ты интересно заговорил про своего коллегу, да? Ну, конечно, уважаю коллег. Да, и многие отмечают, многие зрители замечают этот таинственный блеск в его глазах, когда он рассказывает о родном Татарстане. Встречайте, мы приглашаем на эту сцену Максима Шарафутдинова. Максим Расимович Шарафутдинов родился в Казани, окончил Казанский государственный технический университет, КАИ. Играл в КВН в команде «Четыре татарина». Принимал активное участие в телепроектах Первого канала «Форт Боярд», «Ледниковый период», «Вместе с дельфинами». Победитель проекта «Вышка». 12 лет является телеведущим Первого канала. Добрый день, дорогие друзья, добрый день, дорогие гости, господин президент, тоже добрый день. Ну, тут, в принципе, все уже рассказали, поэтому о себе можно как-то дополнительно не останавливаться. И я периодически модерировал подобные мероприятия, поэтому прекрасно знаю, насколько ценен здесь хронометраж. Поэтому здесь я действительно постараюсь очень кратко, очень четко и очень по делу. Как попасть на Первый канал? Это вопрос, который чаще всего задают мне студенты. Причем чаще всего этот вопрос задают студенты не профильных журналистских вузов каких-то, не профильных факультетов, а учащиеся всевозможных курсов телевизионного мастерства, которые, учатся полгода либо полтора, потом хотят сразу же получить место на телевидении, желательно на федеральном канале. И они очень расстраиваются, когда я отвечаю, что никакое
образование не гарантирует вам того, что вы станете телеведущим на Первом канале. Здесь действительно большое, просто огромное значение играет случай. Потому что люди, которые несколько лет этому действительно профессионально обучаются, пытаются найти работу, они не могут попасть туда, куда действительно хотят. И вот здесь подробнее остановимся на случае, потому что жизнь периодически нам подбрасывает вот эти самые шансы, по себе знаю. И здесь самое главное, к этим шансам нужно быть готовым. А если вы при этом не будете учиться, вы не будете к ним готовы. И еще, я считаю, очень важный совет, который мне в свое время дал один человек, которым я пользуюсь, наверное, и сейчас, но на протяжении всей жизни, очень такой он образный. Вот представьте, да, круг своего общения, 100% людей. А теперь сразу 50% отбросьте, потому что эти люди о вас абсолютно не думают. То есть до вас им все равно. 50% людей, тех, с кем вы общаетесь. Вот остается еще 50%. Их делим пополам. 25% это те, которые вам, наверное, периодически вставляют палки в колеса. Что бы вы ни делали. Выскочка опять куда-то попал, там пошел на Первый канал, ну или так далее, в зависимости от того, кто чем занимается. А другие 25%, они наоборот, они всегда поддержат. Причем они поддержат даже в том случае, если вы совершаете преступление. Вопрос. Вот ради кого стоит жить? Может быть, даже переформулирую, кому стоит угождать, как считаете? Вот тем 25 или этим 25? 50 другим. Вот абсолютно правильно кто-то выкрикнул, что нужно угождать прежде всего себе. Нужно, самый главный мой посыл, не предавать свою мечту. И свое выступление я хотел бы закончить самым ярким примером человека, который не предавал свою мечту, который работал юристом где-то, ну, наверное, до 30 лет, а потом все-таки стал пилотом и спас 230 жизней, не предав свою мечту. Речь, конечно же, идет о Дамире Юсупове, который находится среди нас. От себя лично просто бесконечная благодарность. Можно пожать вашу руку? Спасибо за поддержку. Спасибо большое. И третий раз скажу, чтобы вы все запомнили. Не предавайте мечту. Наш следующий гость тоже очень любит спорт и любит гонять на велосипеде. И даже на работу иногда добирается на нем. А еще он любит невероятную, просто космическую скорость. И, например, сейчас он может где-то в районе обсуждать проблемы села, а потом уже через 2 часа быть где-нибудь за рубежом. И так в течение всего дня. И так каждый день. Слово предоставляется главному гостю нашего форума «Мост Москва-Татарстан». Президенту Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Миниханову. Хайырлы көн, исәнмесез кадерле дуслар, чакырылган кунаклар, яшьләр, сезнең белән күрешү, бер күрешү үзе бер гомер дип безнең борынгы кешеләр әйткән. Шуңа күрә менә бүгенге безнең очрашу, 5нче очрашу, бик матур, бик кызык. Сез генә түгел, менә минем өчен дә бүгенге бөтен сөйләгән сүзләр, алар бик зур үрнәк һәммәбез өчен. Сезнең өчен дә бу бик кызык булгандыр дип уйлыйм. Бик зур рәхмәт шушы очрашуны оештырган кешеләргә. Ахметшин Равиль Кәримович менә шушы
эшне 5 елда урында матур итеп алып бара. Бездән Мәскәү хуҗаларына Сергей Семеновичка бик зур рәхмәт. Нинди генә фикербез булса, гел ярдәм. Бик зур рәхмәт. Дорогие друзья, я хотел бы прежде всего поприветствовать вас. Наша 5-я встреча. Хотел бы выразить свои тоже эмоции. Вот сегодняшние рассказы, истории, это вот небольшие такие истории каждого из наших выступающих, они очень интересны. Интересны не только для вас, они интересны для каждого из нас. Поэтому это успешные люди, которые прошли к этому успеху очень сложным путем, потому что успех так просто он не бывает. Он может быть один раз там, тебе повезет, а дальше, чтобы двигаться вперед, надо очень много работать. И никто не знает, где и как у него может получиться. Вот собирался быть биологом, стал теннисистом. Поэтому каждая история, она тоже, я тоже вот один сын председателя колхоза, я вот сын директора леспромхоза в лесу вырос. Даже не думал, что я тоже оказываюсь там. Я даже не думал, что я буду в Казани жить. Никогда нет. Вообще и желания не было такого. Да, после института я уехал в район. Но вот так получилось, что вот как получается. Поэтому надо просто двигаться вперед, находить интересные для тебя направления, но не всегда получается так, как ты хочешь. Вот иногда вот люди типа меня попадают в другую историю, приходится уже двигаться в том направлении, где ты оказался. А так, вот, я хотел бы поблагодарить на самом деле Сергея Семеновича Собянина, потому что Москва наша столица, Москва это пример. Вот мы сейчас смотрим, какие подходы, как меняется Москва. Это образец не только для нашей страны, это образец уже мировой. И, конечно же, иметь своих людей, сторонников. Мы говорим о татарах, 30% только живет в Татарстане. Мы говорим о наших друзьях, о тех людях, которые выходцы из Татарстана, какой бы национальности не было. Те люди, которые симпатизируют нашей республике. Вот один наш коллега сказал, вот 100%, 50% они вообще о нас не думают. 25% наши сторонники, 25% не сторонники. Но самое главное, у меня другой принцип. Контрольный пакет должен быть у нас. Если все будут... Если все будут тебя любить, это тоталитарный режим, это неправильно. Значит, должна быть конкуренция. Но контрольный пакет всегда должен быть у нас. Вот поэтому желаю вам, чтобы контрольный пакет был у вас, и у вас все получалось. Биг зур рахмат, большое спасибо за сегодняшнюю встречу. Рустам Нургалиевич, огромное спасибо. И огромное спасибо нашим спикерам. Мы благодарим вас за интересные выступления, за мотивацию. И сейчас тот самый долгожданный момент, когда зрители форума могут задать свои вопросы. Пожалуйста. Поднимите руку, у кого будет вопрос. Вот здесь, в центральном ряду, стоит девушка с микрофоном. Здравствуйте, уважаемый Руслан Нургалиевич, Леонид Калимович и спикеры форума. Спасибо за интересное выступление. У меня вопрос к Руслану Нургалиевичу. Медицинские кадры в Москве готовятся в 5 вузах. Это Первый медицинский университет Сеченова, РНИМу имени Пирогова, Московский медицинский университет имени Евдокимова и медицинские факультеты МГУ и РУДН. У меня такой вопрос. Как обстоит ситуация в Татарстане с нехваткой медицинских кадров в регионе, с учетом реализующихся программ «Земский доктор», а также грантов правительства Республики Татарстан? И планируются ли дополнительные программы по привлечению медицинских работников в регион? И
возможно ли то, что целевой аудиторией этих программ станут студенты медики из Татарстана, но обучающиеся за его пределами? Спасибо. Во-первых, вообще вот из 12 программ национального проекта одна из самых важных — это система здравоохранения и качество продолжительной жизни. Поэтому, чтобы решать эти задачи, нужны, во-первых, достойные материально-технические базы, но база одна ничего не решает. Нужны люди, подготовленные, обученные. Мы понимаем, что кадры, медицинские кадры, скажем, 10-15 лет назад и сегодня это совершенно другие кадры. Поэтому у нас большая программа по подготовке. У нас уже не только медицинский институт, и в университете федеральном есть медицинское направление. Целевые группы мы формируем. Ну и федеральная программа поддержки, когда субсидии выделяется, республиканская программа. И мы и дальше будем серьезно вкладывать как в материальную базу, так и в создание условий для врачей, медработников. Уважаемые гости форума, а также спикеры, благодарю вас за выступление. Меня зовут Камила Табеева, я участвую в Совете молодежи, а также я президент Татарского землячества РГГУ. У меня такой вопрос к вам, Рустам Нургалиевич. Скажите, пожалуйста, какие уникальные инструменты использует правительство Татарстана для привлечения инвестиций в саму республику? А также можете, пожалуйста, сказать, какие страны, точнее, инвестиции каких стран вы планируете далее привлекать? Спасибо. Ну, во-первых, надо, когда говорить об инвестициях, делить нельзя. Главное, чтобы были инвестиции. По большому счету, внутренние ресурсы республики достаточно большие. Те компании, которые у нас работают, они очень серьезно инвестируют в развитие своей промышленной программ. Это и нефтяные наши компании, и нефтехимические. Второе, это, конечно же, чтобы привлечь инвесторов со стороны, нужно создать условия, инфраструктуры. Это особые зоны, территории опережающие развитые, промплощадки, ну и много таких направлений. Третье – это персонал, который мы можем подготовить, чтобы на этих предприятиях работали обученные люди. Ну и те налоговые послабления федеральные, республиканские, которые есть. Это вот основная часть, это платформа. А второе уже это участие в выставках, работа с партнерами, значит, много поездок. Поэтому есть специальный орган государственной власти, агентство инвестиционного развития. Мы как бы с учетом того, что сегодня определенные сложности привлечения инвестиций из Европы, уже более активно работаем с Юго-Восточной Азией, с Китаем, с арабским миром, с Турцией, хотя и европейские, американские проекты у нас продолжаются. Поэтому будем и дальше активно работать. Уважаемые друзья, мы благодарим вас за прекрасные вопросы, но, к сожалению, время нашего форума подходит к концу, и мы не можем дать возможность всем задать Можно будет сделать так. Вы свои вопросы передайте вот Раилю Калимуловичу. Я обязательно всем вам официально пришлю ответы на ваши вопросы. Поэтому, пожалуйста, дорогие друзья, не расстраивайтесь, все ваши вопросы запишите и передайте, пожалуйста, в полпредства Республики Татарстан в Российской Федерации. Уважаемый Рустам Нургалиевич, в завершении форума мы просим вас вручить государственные награды Республики Татарстан нашим землякам. Президента Республики Татарстан за особый вклад в патриотическую
патриотическое воспитание молодежи и активную общественную работу награждены медалью ордена за заслуги перед Республикой Татарстан. Космонавт-испытатель научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Гагарина Сергей Николаевич Рыжиков. Медалью Республики Татарстан за доблестный труд награждается председатель Центрального совета добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России Колмаков Александр Петрович. За активную общественную и плодотворную творческую деятельность благодарность объявлена музыканту Радику Виолитовичу Ярулину. Активную общественную деятельность. Благодарность объявлена юрисконсульту агентства по сопровождению программ государственной поддержки агропромышленного комплекса Артуру Ранильевичу Рахматуллину. За вклад в сохранение и развитие культурных традиций татарского народа, плодотворную творческую деятельность благодарность объявлена коллективу музыкальной группы «Шурале».